Здравствуйте, с вами Николай Борисов и рубрика «На страже». Что произошло в Якутии за неделю и к чему это привело? Начинаем. Об обстановке с лесными пожарами ежедневно сообщают власти, СМИ, оперативный штаб и сам глава республики. Однако есть новость, которую мы не можем не озвучить. Недавно стало известно, что общественный добровольческий штаб переехал в здание Дворца спорта 50 лет Победы по адресу город Якутск, улица Орджоникидзе, 28. Единый штаб был сформирован в июле после того, как блогеры и общественные движения стали стихийно создавать движения по сбору средств и материальной помощи для борьбы с лесными пожарами в Якутии. Многие вызвались добровольцами, но не знали, куда обращаться. Тогда активисты, члены региональной общественной палаты, лидеры общества волонтеров и предприниматели решили создать единый центр, председателем которого стал предприниматель Афанасий Алексеев. Сейчас в штабе организован сбор помощи, в том числе и для пострадавших в селе Бескюль горного района. В нашем штабе организована гуманитарная помощь для жителей села Бескюль. Это вот буквально вот за один день, за вчерашний день это поступила вот такая помощь, да. И сегодня с утра вот пришли ребята-волонтеры, да, и отправляем, вот они повезли туда, в Бескюль. В штабе ждут всех, кто желает вступить в ряды добровольцев или желает оказать помощь. Телефоны колл-центра вы видите на своих экранах: 8 914 224 75 06, а также код города Якутска 50 88 92. В Якутске задержан 45-летний местный житель, подозреваемый в незаконном культивировании наркосодержащих растений. Подозреваемый в мае этого года на прилегающей территории кооперативных гаражей по улице Якова Потапова на месте собственного огорода в грядке, а также в емкости из-под бочки посадил семена конопли. Когда растения дали всходы, мужчина стал ухаживать за ними, пропалывать и поливать. При осмотре участка обнаружено и изъято 25 культивированных кустов конопли, что является крупным размером, а также их семена, которые хранились в помещении котельной, принадлежащем подозреваемому. В ходе разбирательств гражданин, пытаясь уйти от ответственности, придумывал различные предлоги. Я для селфи вырастил, хотел сфоткаться, типа в Манчжурии я нахожусь. Да для тебя получается. Ну. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Отметим, что если говорить о Манчжурии как области, то она большей частью принадлежит Китаю. В КНР за наркотики нашему герою грозила бы смертная казнь. А последнее государство Манчжоу-Го прекратило свое существование в 1945 году. В Покровске задержан мужчина 91 года рождения по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка. 9 августа неизвестный мужчина увез ребенка с детской площадки, расположенной в городе Покровске, к себе в квартиру, где совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера. Сотрудниками полиции установлен мужчина 1991 года рождения, который был незамедлительно доставлен в следственный отдел. 11 августа по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Банк России выявил в Якутии 5 нелегальных кредиторов. В основном они работали под вывесками микрофинансовых организаций и ломбардов, которые ранее были исключены из реестра. По списку выявленных нелегальных кредиторов Якутия занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе после Приморья. Зачастую люди полагают, что они успеют получить свой кусок пирога, поучаствуя в пирамиде, и вовремя из нее выйти. Но это заблуждение. Сегодня на пирамидах зарабатывает только организатор. Да, иногда так бывает, что людям удается получить сбережения, вернуть свои деньги, но это делается намеренно. Во-первых, для того, чтобы они привлекли других участников в пирамиду, или чтобы они вложили в пирамиду еще больше. Это мы видим на примере пирамиды Финика, которая обрушилась совсем недавно. Материалы по ней мы направляли в правоохранительные органы еще в прошлом году и призывали граждан не нести деньги в это сомнительное предприятие. Но люди поверили не нам, а поверили аферистам и в итоге потеряли свои деньги. Национальный банк призывает якутян внимательно относиться к процедуре заключения договоров и не верить обещаниям легкого заработка. Не пользуйтесь услугами организаций с сомнительной репутацией, в том числе включенных в список компаний с признаками нелегальной деятельности. На этом все. Доверяйте только проверенной информации и берегите себя.